Назим Кецба – молодой абхазский инженер, один из финалистов первого конкурса «АУМНИК», который состоялся в 2018 году. Назим придумал и создал аппарат для мониторинга электрических параметров тяговой сети. В рамках программы «УМНИК» моей командой был создан этот аппарат, который мы в дальнейшем протестировали в Сухумском троллейбусном парке. Этот аппарат подключался непосредственно к контактной сети для снятия параметров и выявления болевых точек, то есть просадки под напряжением. Провели анализ для отчетности самого фонда. В 2019 году мы получили финансирование, в 2020 году полностью все отчетности были сданы. И подана заявка на следующий этап старт-1. Российский конкурс «УМНИК» проводится Фондом содействия инновациям. Аббревиатура «УМНИК» расшифровывается как участник молодежного научно-инновационного конкурса. В 2018 году Абхазский институт инноваций СИНТИ при Сухумском физико-техническом институте получил право провести отборочный тур среди местной молодежи. Проект «УМНИК» они финансируют граждан России до 30 лет. В связи с тем, что население Абхазии 80% уже граждан России, поэтому интерес фонд проявляет и к Абхазии тоже. В 2018 году мы провели первый конкурс. Значит, был у нас в октябре полуфинал в Академии наук, успешно прошел. В финале уже был более жесткий отбор, и значит, из 6 3 прошли. Значит, это был представитель физико-технического института, представитель института экологии и представитель Черноморэнерго. Один из 3 финалистов конкурса, Назим Кецба, получил грант в 500 тысяч рублей на создание и тестирование своего изобретения. И это только первая ступень программы. Каждый финалист «УМНИКа» может подать заявку на участие в программе «Старт» и получить финансирование на более масштабное производство. Назим Кецба получил 2 миллиона рублей, но с 2021 года размер поддержки на этапе «Старт» увеличен до 3 миллионов рублей. Условия фонда были такие, что собирать устройство нужно непосредственно на территории Российской Федерации, потому в Москве мы основали там компанию, и там совместно с инженерной компанией собираемся собирать это устройство там. А здесь мы будем его внедрять, проводить мониторинг по реконструкции для предоставления отчетности непосредственно в фонд для закрытия этапа. В этом году Институт инноваций СИНТИ снова призывает молодых абхазских исследователей принять участие в конкурсе «УМНИК». Для этого нужна идея инноваций в одном из 6 направлений – медицина, биотехнологии, ресурсосберегающая энергетика, цифровые, химические или интеллектуальные производственные технологии. Крайне важно, чтобы разработка была потенциально коммерческой. Фонд не финансирует проекты, которые в случае реализации будут иметь низкий спрос. Все, что нужно – пройти регистрацию на сайте Фонда содействия инновациям fasi.ru до 17 октября. До 17 числа надо зарегистрироваться на этом сайте, и что надо иметь? Надо иметь заявку, которая заполняется прямо на сайте, там формы есть определенные. Там будет площадка Южного федерального округа, в котором будет написана площадка ЮФО, Сухум или Абхазия. На этой площадке надо регистрироваться. Кроме своих документов и заявки, ты должен сделать презентацию своего проекта по шаблону. Шаблон тоже будет на сайте вывешен. В 2018 году конкурс «АУМНИК» состоялся при участии представителей Академии наук Абхазии и Абхазского госуниверситета. Из числа преподавателей и ученых формировалась отборочная комиссия, которую возглавлял Владимир Делба. Я просто призываю наших молодых людей, исследователей, еще раз повторюсь, ученых. Кстати, в этой программе ограниченный возраст от 18 до 30 лет. Но я хочу сказать, что у нас в Абхазии много молодых людей, которые проявляют инициативу для принятия участия в этой программе. Кстати, очень важные позиции сейчас в сельском хозяйстве, в переработке сельхозпродукции. Очень успешно можно воспользоваться при наличии инновационных технологий. Мир двигается вперед, разумеется, молодые люди более активно вовлечены в развитие технологий. Здесь я бы тоже посоветовал, чтобы наши молодые люди более активно этим занимались. В этом году все отборочные этапы конкурса из-за пандемии пройдут в режиме онлайн. До 10 ноября комиссия Академии наук Абхазии проведет полуфинальный отбор. Финал состоится в начале декабря. Лучшие работы отберет комиссия Фонда содействия инициативам. Надежда Боровикова, Саид Айба, Абаза ТВ.